Добрый вечер, дорогие друзья. На этой неделе во вторник мы отметили 55-летие первого полета человека в космос. Ошеломляющим событием назвал подвиг Юрия Гагарина лидер КПРФ Геннадий Зюганов и предложил сделать 12 апреля, цитата, «праздничным нерабочим днем, но таким выходным, когда каждый школьник, каждая научная школа, каждый производственный коллектив отчитывался бы перед страной, как он учится, что изобретает, что делает». Конец цитаты. Мое интервью с первым секретарем Якутского райкома КПРФ, заместителем председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Виктором Губаревым тоже не обошлось без космических вопросов. Если посмотреть передачу накануне 55-й годовщины полета Юрия Алексеевича в космос, где-то час центральное телевидение, не помню по какому каналу, показывало лагеря, где был Королев, показывали, какие он испытывал трудности, какие, к нему обвинения предъявляли необоснованные и так далее. Но не сказали, что он не обозлился на советскую власть, не обозлился на свой народ. Он сделал величайшее открытие, поднял ракету, создал вместе с другими учеными Келдышем, Курчатовым, которая вывела советскую страну первой в космос. Оставим на совести журналистов то, как они подавали биографию генерального конструктора. Преподавание советской истории, по словам учителей, вызывает особенные сложности. Учителям-историкам труднее всего рассказывать об СССР. Так называется материал, который публикует на этой неделе «Парламентская газета». Цитата. «Если делать небольшой обзор учебников истории для старших классов, вышедших за последние 12-15 лет, то можно увидеть, что параграфы об истории страны с 17 по 91 год полны фактов о недееспособности советских руководителей, о том, что жизнь в Советском Союзе строилась на тотальном подавлении личности и устоях лагерной системы». Конец цитаты. Хочется отметить слова «параграфы полны фактов» и вспомнить слова Вольтера «никогда не бывает больших дел без больших трудностей». Мне приходит на память такая фраза, которая приписывается Уинстону Черчиллю. Большевики сами создают себе трудности, которые потом успешно преодолевают. Согласились ли бы вы с Нобелевским лауреатом по литературе сэром Уинстоном? И создают ли сейчас себе коммунисты трудности, чтобы потом их успешно преодолеть? Я бы тоже сказал свою формулировку, да? Когда спрашивают, как дела, нормально? Вообще ответить нормально нельзя, потому что у нормального человека дела не могут быть нормально. Если жить очень активно, всегда будут проблемы, безусловно. Поэтому коммунистам есть для всего дело. Если ничем не заниматься, проблем немного. А если заниматься всем, проблем еще больше. Если нет власти, тоже проблем немного. А если стремиться к власти и завоевывать ее, проблем будет очень много. Поэтому, конечно, есть трудности. Трудности какого характера? Они не выдуманные трудности. Мы не можем пройти мимо несправедливости, пройти мимо, бездарности, непрофессионализма, коррупции, сдаимства. Все, что мешает жизни. У меня в течение рабочего дня по 10-12 человек есть. Я не записываю их в очередь. Человек пришел, у него боль, он заходит сюда. Тому несправедливо уволили с работы. Там, никто не ремонтирует жилье. Там нет возможности лечить детей. Там нет возможности помочь старику слуховой аппарат. И все это идет. Коммунисты не создают себе трудности. Они не прячутся от них, не уходят от них, а стараются их решать. Еще немного о преодолении трудностей. Справедливо ли оставление целых моногородов, оставшихся в наследство от Советского Союза после того, как закрывались формировавшие их жизнь и заработки людей предприятия? Справедливо ли вымирание монопоселков в республике, все жители которых работали на остановившихся заводах? В ближайшее время такая участь может постичь деревню рядом с прекратившим работу Хаптагайским комбикормовым заводом. Комбикормовый завод, я это знаю. И мы его поддерживали в свое время. И в части бюджетного финансирования, организации его работы. Вообще комбикормов не хватает сегодня. И таких примеров очень много, где нужно защитить и коллективы, и предприятия сохранить. И, к сожалению, с 90-го года у нас же многие закрылись поселки. Взять, например, Устьянский район. Некогда там более 30 тысяч человек работало. Горно-обогатительный комбинат сегодня закрыт.
Кулар, в принципе, поселка нет, северный поселка нет. Это же были замечательные поселки, где добывали золото и жили люди вообще в хороших условиях. И многие другие, в Усмальском районе многие закрыты поселки. Поэтому это вообще на севере сократилось наполовину населения. Было больше 200 тысяч человек, сейчас немножко более 100 тысяч. Поэтому, и потому что они лишились работы, а там производство есть, его нужно возобновлять. Да. Вот это говорит о том, что бездушно нельзя относиться. Завтрашний выпуск «Арены событий» будет посвящен Дальневосточному гектару, закон о котором может способствовать привлечению людей на неосвоенные земли. Отношением к данному законопроекту я поинтересовался и у лидера коммунистов республики. Когда начали вообще этот законопроект рассматривать, мы изначально были против. Это не тот, значит, путь, по которому нужно привлечь сюда население. И более того, если уже принципиально подходить, Якутия особая территория, вечной мерзлоты. Здесь веками велось сельское хозяйство, где каждый клочок земли, вообще-то, тот, который, значит, можно использовать, он используется. Поэтому мы выступали, надо подумать, не спешить с принятием этого закона. Ну, приняли в первом чтении. Ко второму чтению мы постарались внести как можно больше поправок. И наша фракция коммунистов поддержит эти наши поправки. Но принципиально удалось отстоять 2/3 земли, которые не должны попасть под действие этого закона. Это прежде всего территории традиционного природопользования, где оленеводство, охотничьи угодья, лесные, значит, массивы, особо охраняемые территории, территории, где разведаны полезные ископаемые, уже получена лицензия, то же самое. Вот такие существенные поправки, которые позволяют, конечно, вот, как я уже сказал, 2/3 вывести из действия этого закона. Но 2 поправки, на наш взгляд, не прошли и очень важные для нас. Прежде всего, действие этого закона мы предлагали перенести с 1 января 2018 года. Не прошло. Мы предлагали, чтобы действие этого закона хотя бы полгода или год действовало только для тех, кто проживает на этой территории. Тоже, значит, не прошло. Но, может быть, удастся сократить где-то срок. Поэтому что еще сюда нужно добавить? Вообще никогда. Вот я 45 лет в Якутии живу. 12 апреля 1971 года, в день как раз полета Гагарина, прилетел в Черский. И никогда не было вообще и в республике, я знаю ситуацию, и никогда не было, значит, дефицита рабочей силы, потому что были большие социальные гарантии. Вообще летчики по конкурсу сюда приходили, специалисты, геологи, тоже было трудно, это отбор нужно пройти. Поэтому сюда специалисты приезжали, потому что те, кто приезжал, пользовались социальными льготами. Закон, который сегодня действует, к сожалению, неэффективно, о гарантиях лицам, которые проживают в районах Крайнего Севера. Вот здесь бы нужно, значит, дополнить этот законопроект, какие-то приоритеты, кто сюда приезжает и кто здесь живет и работает. И еще мы все-таки ждем, что принятие закона об ускоренном социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского края. Почему-то отложили рассмотрение этого закона, а он предусматривал многие социально-экономические гарантии, в том числе и вопросы привлечения сюда рабочей силы. Чуть больше месяца назад состоялся организованный патриотическими силами Орловский экономический форум-2016, на котором председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов представил программу партии по выводу России из финансово-экономического кризиса, состоящую из 10 пунктов. А вчера, 13 апреля, в одном из интервью он заметил, цитата: «Если собираемся вылезать из кризиса, надо брать все лучшее». Конец цитаты. Имелся в виду советский опыт. И здесь уместно напомнить о том, что согласно опросу Левада-центра, проведенному 2 месяца назад, в феврале, большинство россиян назвали наиболее предпочтительной экономической моделью государственную плановую экономику. За такой вариант высказались 52% респондентов против 26% сторонников рыночной модели, основанной на частной собственности. Что в экономическом плане предлагает КПРФ правительству России и президенту, который, кстати, в эти минуты проводит прямую линию с жителями России?
Прежде всего, провести нужно национализацию минерально-сырьевой базы. Те неэффективные предприятия, которые приватизированы были не совсем законно, мягко я говорю, их нужно национализировать. Например, Якутуголь. Сегодня Якутуголь не показывает большие показатели, сокращает рабочих, не выполняет лицензию не выполняет, соглашение не выполняет. И потом, самое главное, он, значит, банкрот в какой-то степени, очень долговые обязательства. Даже стоял вопрос, может быть, об открытии банкротства этого предприятия. Оно было очень совершенным. Поэтому частное производство, как сегодня во многих предприятиях, это не панацея от всех проблем. Должны быть такие предприятия, должны быть в собственности государства, провести национализацию. Второе, задают люди вопрос, где взять деньги? Ввести прогрессивную шкалу налогообложения. Сегодня все 13%. И кто получает миллионы в месяц, и миллион в день, и те, кто получает 15 тысяч. Нужно, если получает определенную в месяц более нескольких миллионов, и вообще до 50% своих доходов должен платить в бюджет. Прогрессивное налогообложение. И третье важное, тоже где взять деньги. Ввести монополию на продажу виноводочных изделий. Непосредственно, это водочные короли, это самые богатые сегодня, значит, люди. Это всегда, во все времена и во многих государствах вино и водку продает от лица государства. И на эти деньги, которые получают от продажи виноводочных изделий, мы можем вообще решать вопросы здравоохранения и образования вместе взятые. Нужно победить коррупцию, вообще прекратить отток капитала за рубеж. Нужно заняться отечественным производством. 25 лет назад, вот День космонавтов вчера отметили, 1000 самолетов выпускали, а сегодня 2-3 самолета выпускают. Отечественную промышленность загубили. Вот такая сегодня программа. И народ ее поддерживает и поддержит, потому что другого выхода у государства нет. Некоторые эксперты прогнозируют вот еще какой выход. Крупнейшим бизнесменам могут предложить разделить со страной тяготы кризиса, поделиться в условиях экономической нестабильности, но это тема следующих программ. С вами была «Арена событий», программа для тех, кто хочет знать события в лицо. Всего вам доброго. До свидания.